Официально Балхауи на пенсии. Пенсия размер 16 400. Хусумная Балхатана. Домохозяйка. Так проверяются списки людей, которые стоят в очереди на получение жилья в Грозном. Для этого создана специальная комиссия. Депутаты Грозненской городской думы с представителями префектур сначала составляют справки по имеющимся спискам. Потом они передаются в жилищный департамент мэрии Грозного для дальнейшей проработки. Это делается для того, чтобы именно выявить те категории граждан, которые нуждаются в жилье. Есть определенные условия в соответствии с жилищным кодексом, когда человек уже приобрел жилье, он уже не признается нуждающимся в получении жилья. И, соответственно, эти списки, это очень большой объем, и сам город не может обеспечить их жильем. Надо, соответственно, приводить эти списки в соответствие. Те, кто нуждается, чтобы до них, соответственно, быстрее дошла эта помощь, это жилье было выделено. Райсоветы будут тоже привлекаться и будут проводиться проверки. Если у него есть соответствующее имущество уже у себя в родовом селе, там на близких родственниках переписано или что-то, то эти люди, соответственно, тоже будут из этого списка уже убираться. Магомед Бетербиев стоит на очереди под номером 6116. Документы на жилье мужчина подавал в 2007 году. За это время он уже успел построить небольшой дом, хоть и сам инвалид. Живут на пенсию, другого заработка и нет. Может ли он претендовать на квартиру, уже имея свою собственную жилплощадь, рассмотрит комиссия. Масштабная работа по оптимизации списков на жилье проводится по поручению главы республики. Этот вопрос Рамзан Кадыров поднимал на встрече с мэром Грозного в начале этого месяца. Isem bolna пропискация шеерчика абт бизнес нахлон. Хока бол бош бауш я понимаю дастон. Просто так то он цинуш ададу ты дона гала хатам. Чубери дона кияшелеш бül дона. И очередь аусо сон квартиру луабош. إذا объяснить это, не знаю, телевизор чуаха, most соцсетях жадал, по-моему, около 16 тысяч умерших очередь. Очередь, тогда, если нет возможности у города, да, сказать, бюджета, а города возможность салчи, и цена на квартире или честно, а возможность мы да, он елуряти да, сон. Чудо думаю, а мелочь регионе Москва, Москва, очередь был нахуй, шлять мы знаем, очередь хватчана, щен квартиры рюмечнона, хау очередь в это солдат, а со связь да со сейчас да, с очередь ворсом квартиры луано. Если бюджет он, а чахлично, город яхахично, что 6 строительства хачно, так он, шлурю да, но тахана. Да, 16 квартир, я возможность сахличного мэри города, да, знаки, да, ширин, да, очередь, амалат, асхала, хочу ее мэру, очередь, был нах, до наберу, что это, но шесть квартир, шесть инваш, что был нах, просто, да, я избил, да, что я целый, что нахал, да, что это, да, как я цандина, может, изер, да, так, да, давай очередь, да, его очередь, больше был нах, еще нахбу. Шмичер был, мелчный он не был, главный дон, хай депутации корпус дон, заурар шарабахи дон, сертинский совет дон, депутатов дон, муниципальное образование, сертин взаимодействие дон, дон, один был дон, и знает, а был бы биться дон. Таких случаев немало. Вот, к примеру, отрывок из нашего репортажа, который снимали 2 года назад. Женщина из Урус-Мартана, имея новый дом, обставленный мебелью, просит помощь у руководства республики. Это очень частое явление, когда у нас стоят на учете, пытаются встать или стоят на учете. После того, как становятся на учет, у них так как-то жизненные условия же меняются, правильно, у всех людей. И за этот период, когда они стоят, они могут или приобретают жилье, или там земельные участки, а с очереди уходить и не хотят. И также дополнительно пытаются получить еще как бы и от государства. В очереди на улучшение жилищных условий в Грозном стоят порядка 16 тысяч человек. Самая главная проблема – у города нет своего жилищного муниципального фонда. Оттого и очереди замораживаются на долгие годы. Основная проблема – это отсутствие муниципального жилищного фонда.
и проблема в строительстве этого муниципального жилья. Правильно? Мэрия города Грозного за свои средства, за свой счет не имеет возможности построить столько жилья муниципального, чтобы обеспечить всех нуждающихся в улучшении жилищных условий. Большую поддержку в решении проблем малоимущих жителей республики оказывает региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Лишь в 2020 году организация построила 43 частных дома, закупила 111 квартир, а 119 человек смогли отремонтировать и достроить свое жилье. Хавая Адива, Муслим Типаев и Ислам Мурдабеков. Новости.